И вновь ингушский флаг был поднят над спортивной ареной России. На этот раз это стали сильные руки армрестлера Адама Баркинхоева, который смог победить в самой престижной весовой категории 100 килограмм. Ингушские силачи вновь отличились на всероссийских соревнованиях, состоявшихся в Перми, где проходил чемпионат страны по армрестлингу. Наши рукоборцы завоевали золото и бронзу турнира, получив путевку на чемпионат мира и Европы. В начале марта состоялся чемпионат за звание самого сильного человека страны. Оппоненты не душили друг друга и не молотили пудовыми кулаками. Все прошло за столом, а точнее за столом для армрестлинга. Прошедший чемпионат России был посвящен 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эти соревнования стали знаковыми для Республики Ингушетия, выходец из которой стал лучшим в весовой категории 100 килограмм среди самых сильных рукоборцев страны. Дорога в мир большого спорта для Адама Баркинхоева началась с ингушских игр, где его способности были замечены представителями Президиума Федерации региона. Талант молодого спортсмена, помноженный на многолетний опыт его наставников, принес желаемый результат – золото страны и шанс испытать свои силы на чемпионате мира и Европы. Я в прошлом году тоже участвовал, но не смог выступить, потому что травма была у меня в втором поединке. Потом я готовился усердно год, и вот с командой поехали и показали хороший результат. Схваток у меня было, по-моему, 6 или 7. 6, по-моему. Ну, все ребята были хорошие, так как 100 килограмм считается хорошим весом на чемпионате России. В весе было много, около 20 мастеров, международников 4 или 5. Ну, в общем, у нас в весе было 38 или 40 человек. Запомнилось, ну, если честно, там, ну, все соперники были хорошие, запомнилась одна схватка мне с международником, Роман Филиппов. Ну, я с ним не зарубался, просто он меня очень хорошо знает, потому что мы ранее тоже встречались с ним. Но он знал мои слабые места, поэтому хотел воспользоваться шансом. Но так получилось. Когда он стартанул, я смог его остановить. В первую очередь хочу поблагодарить президента армрестлинга Ингушетии Асена Катиева и вице-президента Тимурзиева Ибрагима. Если бы не они, я не смог бы туда поехать. Потому что я раньше выступал за Москву. Так получилось, что они не хотели меня взять, и меня взяли с удовольствием. И вот если бы не они, я даже не поехал туда. Поэтому хочу сказать им большое спасибо. Несмотря на то, что армрестлинг не является олимпийским видом спорта, борьба на руках обладает большой популярностью во многих частях света. Сборная России на сегодняшний день остается мировым лидером в армрестлинге, и определенный вклад в это вносят и ингушские силачи. На чемпионатах и первенствах России каждая команда-участница должна выступать в собственно единой спортивной форме, отражающей название региона, который она представляет. На крайнем чемпионате страны нашей республики по объективным причинам не удалось представить весь состав подготовленных спортсменов, а лишь тех, кто имел больше других шансов на победу. Но это не единственное достижение наших рукоборцев на всероссийской арене. В Екатеринбурге проводился первенство России. Туда поехали тоже с командой. Наш парень Беков стал первым. Вот он, Исмаил Ахмед был. Тоже у него были хорошие шансы выиграть. Ну, тоже, да, опыта не было. С 3 по 7 марта в Перми проходил чемпионат России. Мы туда поехали командой, вот с этими ребятами. Баркинхоев Адам у нас, ну, самый молодой был среди всех спортсменов. И свою установку, задачу на все 100% выполнил. Он нас обрадовал. И ну, там все удивились от его борьбы. Там молодец, пацан так грамотно, четко выступил. Ну, выложился на все 100%, стал первым. Али Тимурзиев тоже был в хорошей форме, был. Но чуть не повезло ему. Мог стать вторым, мог стать, да, даже, может, если повезло бы, мог и первым стать. Ну, чисто не повезло ему, но стал третьим. В Венгрии будет чемпионат Европы. Эти два парня, это по взрослым, тот по юниорам. В Венгрии у нас Европа, потом в Грузии будет чемпионат мира. Но двое отобрались, это очень хороший результат. Надеемся, что
что там тоже они покажут достойно выступить. Ой, желание заниматься армрестлингом, подготовить мы вас можем до этого уровня, до чемпионата России, там, Европа, мир. Проходите в наш зал, будем с вами работать, ведите здоровый образ жизни, будем рады вас видеть у себя в зале. Профессиональные армрестлеры могут похвастаться железной хваткой. Однако добиться эффективного результата можно только при условии регулярных, грамотно выстроенных занятий. Главная цель тренировочного процесса – развить максимальную силу хвата, которая пригодится не только в профессиональном спорте, но и позволит быстро освоить азы скалолазания, пригодится во время переноса тяжелых предметов и так далее. Немаловажным фактором для победы является скорость реакции. Зачастую исход поединка определяет спортсмен, первым среагировавшим на свисток судьи. Молниеносная реакция, несомненно, пригодится и в обычной жизни, во время вождения автомобиля и прочих бытовых ситуациях. При подготовке к чемпионатам уровня страны и мира спортсменам приходится набирать или наоборот избавляться от лишних килограммов, чтобы войти в ту или иную весовую категорию. А это, в свою очередь, может негативно сказаться на кондиции атлета и напрямую отразиться на результатах схватки. Именно это произошло с еще одним участником чемпионата России по армрестлингу Али Тимурзиевым. За 6 недель до старта ему пришлось согнать порядка 14 килограмм. Изматывающие тренировки и большая потеря калорий отразились на достоинстве медалей. Чтобы подобраться в дальнейшем, мне надо было выйти в финал. В финале, в четверть полуфинала мне попался спортсмен из Татарстана. Он многократный чемпион России, многократный чемпион мира. Достойный соперник для первого места. Ему я и проиграл в четверть полуфинала. Чуть-чуть не хватило. Причиной проигрыша у меня было нехватки силы, чуть-чуть не хватило от большого сгонка веса. И из-за этого я уступил ему. Стал только третьим. Иншаллах, думаю, что в следующем году отобьюсь. То, что у меня слабые, мои соперники ими воспользовались. Буду работать над своими ошибками. То, что у меня было слабо, обязательно буду их подтягивать вот эти упражнения. В этом году у нас есть еще в июне всероссийский мастерский турнир. Тоже проводится в Северной Осетии, Алании. Потом Кавказские игры, потом Кубок дружбы Калмыкии. Целый год планирую выступать на все соревнования. В этом году есть крупные масштабные турниры. Коммерческие, там в Дагестане есть, в Ростове есть. Думаю, участвую, везде буду участвовать. Буду поддерживать форму, буду тренировку делать. И в следующем году, чтобы я лучше выступил, чем в этом году на чемпионате России. Самое большое преимущество армрестлинга как вида спорта заключается в том, что это спорт для всех без исключения. Каждый участник поединка может при желании упираться одной ногой в ближайшую к себе стойку стола. Можно упираться ногой в дальнюю от себя стойку стола, если это не вызывает возражений соперника. В стартовой позиции спортсмены должны захватить руки таким образом, чтобы рефери видел суставы больших пальцев и имел возможность контролировать правильность захвата прикосновением к ним своим пальцем. Захват рук должен располагаться над центром стола в вертикальном положении. Локти могут устанавливаться в любом месте подлокотника. Кисть и предплечья должны составлять прямую линию. Свободной рукой спортсмен должен захватить штырь стола. Плечи участников поединка должны быть параллельны краю стола и не выходить за контрольную линию. Состязания проходят на обеих руках, что предотвращает непропорциональное расширение мускулатуры и телосложения. Армрестлинг является спортом, который сильно развивает мускулатуру рук. Борьба и тренировки включают каждую группу мышц от головы до шеи. Достаточно посмотреть на спортсменов, которые несколько лет занимаются этим видом спорта.
Конечно, борьба на руках – это не боевое искусство, и напрямую к драке на улице она вас не подготовит. Но вот опосредованно через гиперразвитие кистей, пальцев и предплечий армрестлинг сделает ваши захваты настолько стальными, что иногда горе-поединщика можно будет просто взять за шкирку и выкинуть в кусты. Что, конечно, не говорит о том, что не нужно заниматься боксом или борьбой, а также просто включать голову, выходя на улицу. Тем не менее, один из самых эффективных способов превратить ваши руки в оружие массового поражения – это тренировочный зал и стол для занятия армрестлингом. Главная задача в армрестлинге по команде судьи – прижать руку соперника к подушке и не дать сделать то же самое со своей рукой. Многое здесь значит знание профессиональной техники и нюансов, а также специфическая подготовка сухожилий и мышц, что позволит внешне кажущимся слабыми армрестлерам завалить на стол гораздо более крупных бодибилдеров и других представителей силового спорта. Сам вид армрестлинга, он вообще интересный вид спорта. Он азартный, интересный вид спорта. Допустим, сравнить там с борьбой, да, сидим мы где-то там за столом с друзьями, да, мы борцы, мы не сможем там побороться, да, а в армрестлинге можно встать, сесть, точнее, побороться на руках. И красивая форма тела, красивые руки, накачанные чистыми силами руки. Спортсмены, скажем так, просто те ребята, которые качаются в тренажерных залах, и спортсмены-армрестлеры, разница большая. Здесь другая сила рук. В армрестлинге можно использовать ту силу, которую ты наработал в тренажерном зале. В армрестлинге свою силу можно испытать только на соревнованиях. Побороться с соперником, и ты можешь определить, насколько ты силен. Сила – это не все в армрестлинге. В армрестлинге еще техника, но и мотивация. Перед схватками на соревнованиях человек может там подготовиться, да, на все 100%, он может прогореть и проиграть. Есть такие моменты в армрестлинге. Мы тренера, когда наши спортсмены уходят на соревнования, то есть на борьбу, бороться, естественно, надо его духом поднять. В Ингушетии у нас есть сильные ребята, у которых есть и связки хорошие, и руки мощные, скажем так, да, Но и в нашем зале тоже есть ребята, которые тренируются. Мы планируем их тоже вывозить на соревнованиях. Пока мы вывозим тех ребят, которые мы с Хусейном советуемся, смотрим, которые могут 100% выиграть на каких-то соревнованиях, которые мы их вывозим. Получается только эти номера вывозить. Но в дальнейшем планируем до Лэндали вывозить и остальных тоже. У нас в республике есть федерация армрестлинга, есть, как вы видите, хороший тренажерный зал, есть опытные тренера. Мы можем подготовить спортсмена на мировом уровне. Остается прийти, главное, чтобы желание было прийти и потренироваться. Армрестлинг многие сравнивают с бодибилдингом, однако в сравнении с последним борьба на руках более суровый и требовательный спорт. Здесь недостаточно иметь мощную мускулатуру, потребуются стальные связки и железные нервы. Мало кто знает, но трансляцию чемпионата России смотрят с замиранием сердца рукоборцы по всему миру, пытаясь проанализировать свои шансы против наших чемпионов. Мы тоже будем следить за своими претендентами на самые высокие места на чемпионатах и первенствах Европы и мира.